Это актуальное интервью в студии Сергей Михедов. Здравствуйте. 24 и 25 октября в Якутске пройдет межрегиональный форум «Рынок труда Дальнего Востока и Арктики. Вызовы и возможности». Будут обсуждать актуальные вопросы, связанные с обеспечением занятости не только в Якутии, но и за ее пределами. Какие задачи стоят перед Госкомитетом занятости и в решении каких вопросов заинтересованы жители арктической зоны, мы поговорим сегодня. Гостья в студии Светлана Горюшинская, председатель Государственного комитета Республики Саха-Якутия по занятости населения. Светлана Валентиновна, здравствуйте. Здравствуйте. Вот расскажите о структуре форума, какие площадки будут представлены, как пройдет мероприятие, ну и кого из гостей ждете с особым нетерпением. Такого рода межрегиональный форум, на котором обсуждаются вопросы и проблемы рынка труда, он проводится у нас в Якутии впервые. Поэтому для нас это особенно ответственно и волнительно. И на самом деле мы не зря все-таки пригласили к участию наших коллег из регионов Дальнего Востока и арктических регионов, потому что те проблемы и ситуация даже на рынке труда, они несколько схожи, но при этом механизмы и подходы у каждого уникальны, особенны, и поэтому я думаю, что нам нужна площадка, на которой мы могли бы это обсудить, и выработать какие-то очень интересные и эффективные мероприятия. Также на площадке форума мы обязательно должны прибегнуть к помощи научного сообщества, потому что все-таки без концептуальных подходов, и системных мы, конечно же, не можем. И в первую очередь, наверное, это больше всего должно заинтересовать работодателей нашей республики, потому что те сложности и те изменения на рынке труда, которые сегодня мы уже видим, когда очень много говорим, в том числе и о дефиците кадров, особенно остро ощущают именно они. Мы это видим и в той потребности, которую они заявляют нам на сегодня, что у нас не хватает не только квалифицированных и высококвалифицированных кадров, но также рабочих, и неквалифицированный труд сейчас тоже в цене. Ну вот почему важно делиться опытом с коллегами и перенимать опыт? Или изучать вообще в принципе успешный проект? Для нас вообще вопрос о том, что нужно ли делиться опытом, не стоит, поскольку опыт, знания и передача его друг другу — это в первую очередь расширение горизонтов возможностей. И как я сказала, те уникальные знания и те уникальные подходы, которые есть у каждого из нас, они дают нам, опять повторюсь, наверное, возможности помогать нашим горожанам в первую очередь повышать благосостояние, их благополучие и самореализацию в том регионе, где они находятся. Какие существуют особенности развития рынка труда, и проблемы обеспечения кадрами регионов Дальнего Востока? Что есть общего, какие различия от других регионов есть в Якутии? Да, мы сейчас очень много говорим вообще о трансформации рынка труда, о существенных его изменениях. В первую очередь это говорит о неблагоприятной на самом деле демографической тенденции уже наверное, ближайшие 10 лет точно. Это в первую очередь связано со старением населения, и, соответственно, у нас будет вымывание из трудовой занятости. По рынку труда, если мы говорим про Дальний Восток, сейчас и по всей России у нас довольно низкие показатели по безработице. И мы ежемесячно говорим о новом историческом минимуме этого показателя. Но при этом последствием этого все-таки становится тот дефицит кадров, опять же, о котором мы говорим очень часто. Рабочей силы на сегодняшний день у нас не хватает, и наше предприятие все-таки сталкивается с острой необходимостью поиска новых и новых работников и тех востребованных специальностей, которые сейчас у нас есть на рынке труда. Плюс ко всему надо говорить о том, что у нас развитие наших предприятий, в том числе и IT-сферы, нужно говорить о появлении новых профессий, о которых мы не могли прогнозировать последние годы. И поэтому нам необходимо готовить и понимать, кто нам нужен будет в ближайшие 5-10 лет точно. Расскажите нашим телезрителям, почему важно рассматривать арктическую зону отдельно от Якутии, а не как составную часть. В чем особенность развития рынка труда в Арктике?
Конечно, в первую очередь, когда мы говорим об арктической зоне, это суровые климатические условия, безусловно. Это труднодоступное нахождение наших населенных пунктов. И там мы должны говорить о том, что жители Арктики, они тоже должны иметь возможность приобретать и новые навыки, получать профессиональное образование и быть реализованными в тех местах, где они проживают. Поэтому в рамках форума мы обязательно должны поднять вот те проблемы, которые говорят о закреплении наших жителей на арктической территории. Это не обязательно, что мы всех должны привлекать в наши городские агломерации, они работать должны здесь. Мы должны развивать нашу Арктику и давать людям возможность повышать уровень жизни именно там. Ну, в первую очередь Арктику нужно сделать привлекательной, наверное, да, для того, чтобы туда люди ехали и могли там жить и работать. Ну вот какие вопросы будете ставить на форуме? Что планируете обсуждать с коллегами? Начало нашего форума, мы его открываем с научно-практической конференции. Как вот я говорила, мы хотим обсудить вопросы и прогнозирования на рынке труда. Мы хотим послушать наше научное сообщество именно с их точки зрения, как же будет в дальнейшем развиваться с учетом демографической ситуации наш рынок труда, чего мы должны ожидать. И постараемся как-то подсветить, наверное, да, те проблемы, которые нас всех объединяют, чтобы в дальнейшей работе подыскать ключики или механизмы для решения этих проблем. Также мы обязательно сделаем отдельную площадку по образованию, по интеграции бизнеса в образование, потому что вот эта связка наших работодателей и образовательных учреждений, начиная даже на самом деле с профориентационной работы, с работы со школами, она сейчас очень важна и актуальна даже для работодателей. Они понимают, что своих специалистов нужно готовить еще со школьной скамьи. Еще одна интересная площадка, которую мы хотим в рамках форума, значит, провести, это миграционное пространство. Потому что, конечно, приоритетно для нас это трудоустройство нашего местного населения, но те потребности, которые сейчас и те, значит, инвестиционные проекты, которые сейчас у нас будут реализованы в республике, говорят о том, что нам обязательно необходимо прорабатывать механизмы привлечения высококвалифицированных кадров, в том числе из субъектов нашей страны. Но и здесь мы хотим сказать, что также правильное использование иностранной рабочей силы, оно допустимо и оно должно быть. Самое главное — выстроить очень хорошо эту систему также. Еще одна тоже хочу подсветить, наверное, да, панельная у нас будет дискуссия, это трудоустройство наших участников специальной военной операции, потому что ребята будут возвращаться, и мы должны быть готовы дать им комплексное решение, обязательно обсудить и все психологические аспекты, в том числе, чтобы ребята чувствовали, во-первых, трудоустроились, нашли себя в мирной жизни и, конечно же, могли также закрепляться у работодателей сразу в моменте, как они приходят. Ну, наверное, в первую очередь, да, приоритет — это трудоустройство жителей Якутии, да, которые здесь же растут, заканчивают школу, потом идут сразу, например, на работу, да. А есть ли уже такая практика, да, что компании готовы, как говорится, готовить специалистов, можно сказать, со школьной скамьи? Вот такие практики существуют у нас в Якутии сейчас? Обязательно, обязательно, особенно наши крупные промышленные предприятия. Да, на самом деле сейчас очень много работодателей, которые заходят в школу, и вот эта профориентационная работа, создание профильных классов сейчас мы видим уже достаточно во многих даже районах республики, практически в каждом, да. Например, Министерства промышленности, да, у нас есть целая концепция по профориентации, и вот они усиленно как бы внедряют это и в своих предприятиях в том числе, поэтому работодатели сейчас очень открыты к этому, и они понимают всю масштабность, да, своей проблемы, и, конечно, они в первую очередь в этом заинтересованы. Ну вот в Якутии как раз стартует работа молодежного кадрового центра. Состоится его презентация, вот на что направлена работа МКЦ. Это тот проект, который мы
реализуем в рамках стратегического указа главы. Я бы даже сказала, что мы уже начали гордиться им, потому что мы подобрали команду очень молодых, перспективных и ну, таких крутых ребят, которые вот как раз с новыми подходами будут внедрять модель ВУЗ-СУС-работодатель. Что это такое? Да? Это как раз взаимосвязь. Вот у нас в каждом образовательном учреждении, будь то высшее образование, среднее профессиональное образование, есть центры карьеры, которые непосредственно работают вот с выпускниками. И мы сделаем вот эту вот очень тесную, усиленную взаимосвязь, в первую очередь с работодателями, плюс ко всему затронем наши органы исполнительной власти, отраслевые, да, у каждого есть отраслевые советы, чтобы тоже обсудить проблемы и наши. Главная, конечно, цель – это трудоустройство наших выпускников по специальности. Но, тем не менее, мы будем не забывать в целом о молодежи и эффективное их трудоустройство, направление на рынке труда. Вот в этом задача молодежного кадрового центра. Мы должны помочь каждому человеку быть востребованным и реализоваться. Ну вот во время форума будет работать профориентационная площадка, фестиваль профессий. Расскажите об этом направлении. Это уникальная площадка, которую мы приготовили для наших жителей. Конечно, цель – это профориентация. Там мы соберем наших школьников, студентов, работодателей, образовательные организации. Мы хотим показать нашим, в первую очередь, конечно, ребятам, да, большей части, чтобы они смогли в большей степени ориентироваться в профессиях, чтобы они уже свой главный выбор делали более осознанно. И наши работодатели приготовили очень много активностей, тренинги будут проходить, мастер-классы от опытных специалистов. Но на самом деле мероприятие обещает быть очень интересным, привлекательным даже, да, я сказала бы. И в этот же день мы в каждом районе республики органы Центра занятости будут проводить единый день профориентации. Там уже будут, конечно, разные форматы, это могут быть и экскурсии на предприятия, да, это приглашение тоже людей с различными специальностями, но тем не менее вот этот день очень масштабно будет посвящен разговорам о разных профессиях. Мы очень ждем, что наши жители откликнутся, ну и в том числе наши работодатели очень активно примут участие в деловой программе тоже. Да. Кстати, вот забыла сказать, да, о том, что вот в молодежном кадровом центре, помимо торжественного открытия, это же у нас уже официальное открытие, потому что мы запустились совместно, этот проект совместно с Министерством образования вот еще в августе, да, ребята вот только начинают делать обороты. И в этот день, 25 октября, мы также хотим запустить такой формат общения молодежи с нашими известными людьми, диалог на равных. Мы хотели бы провести там дизайн-сессию, обсудить как бы вопрос проблемы молодежи, да, и интеграцию на рынке труда, и при этом, чтобы они смогли задать свои вопросы уже успешному человеку. Я пока не буду говорить, пусть это будет сюрпризом ближе уже к дате. Могли поговорить вот так открыто и почувствовали на самом деле ту близость и ту возможность успеха каждого из них. Ну что ж, действительно, Якутию ждет очень интересное мероприятие. Мы будем его ждать, обязательно о нем расскажем. Светлана Валентиновна, большое спасибо, что нашли время, пришли к нам, ответили на наши вопросы. Желаем провести все отлично, на все 100%. Спасибо большое. А я напомню, вы смотрели актуальное интервью. Оставайтесь на нашем канале.